Почему Лукашенко так боится вторичных санкций США? Еще в сентябре Народное антикризисное управление подготовило и представило краткий обзор ситуации в белорусской банковской системе. Мы рассказали о том, как недоверие и внутреннее экономическое сопротивление белорусов режиму привело к снятию с банковских счетов почти 2 миллиардов долларов США. И объяснили, с помощью каких грабительских схем режим пытается компенсировать свои потери. Сегодня мы хотели бы подробнее поговорить о внешнем давлении, а именно об инструменте вторичных санкций США. Инструменте, который даже не был пока задействован, но уже привел к закрытию многими зарубежными банками, включая российские, корреспондентских счетов для ряда госбанков Беларуси. Что вообще такое вторичные санкции? Если совсем просто, то это санкции за нарушение санкций. То есть они могут использоваться против организаций и лиц, кто сотрудничает с теми, кто находится в санкционных списках США. Как? Они не смогут сотрудничать с американскими партнерами. Второй важный момент. Такие санкции носят экстерриториальный характер. Это значит, что США могут вводить санкции в отношении резидентов третьих стран, а не только Соединенных Штатов Америки или подсанкционной страны. Вторичные санкции США – это уникальный и очень мощный инструмент с радиусом действия мирового масштаба. А делает его таким огромная востребованность финансовой системы США в международных расчетах и тесные связи множества компаний в мире с американским рынком. Но повторим, в отношении Беларуси вторичные санкции пока не применялись. Пока. Почему же тогда закрываются корсчета? Все просто. Это превентивная мера зарубежных банков, которые осознают опасность инструмента вторичных санкций. Они понимают, что, продолжая сотрудничать с банками в Беларуси, они рискуют попасть под действие этого инструмента. Даже несмотря на то, что белорусские банки пока не находятся в санкционных списках США. В чем видят риски зарубежные банки? Во-первых, 9 августа Байден подписал новый исполнительный указ США. В соответствии с ним вторичные санкции смогут применяться к любой компании и банку в мире, которые сотрудничают с белорусскими организациями, находящимися в санкционных списках Америки. Во-вторых, угроза попадания белорусских госбанков в санкционные списки далеко не призрачная. Скорее, это вопрос ближайшей перспективы. И одной этой перспективы достаточно, чтобы зарубежные банки стали принимать превентивные меры, предпочитая заранее отказаться от сотрудничества с госбанками Беларуси. Недавно так поступили и турецкие банки, отказавшись переводить деньги в Беларусь. Кстати, я припоминаю в бытность послом во Франции, когда счет посольства Беларуси в Париже был закрыт БНП Парибанком, который как раз таки и боялся именно этих вторичных американских санкций. Ну, а когда госбанки Беларуси реально попадут в санкционные списки США, корсчета для них начнут закрывать вообще все зарубежные банки. Даже те, кто пока еще по каким-то причинам готов рисковать. Последствия этого будут очень серьезными, вплоть до полной потери функциональности банковской системы режима. И это лишь один из примеров того, как работают вторичные санкции США. Почему США приняли решение использовать вторичные санкции? Потому что Офис по контролю иностранных активов при Министерстве финансов, который является ключевым органом по формированию санкционных списков, раскрыл несколько схем обхода санкций, разработанных режимом. И теперь в дело вступают те самые санкции за нарушение санкций. Предполагается, что пакет вторичных санкций будет принят 8 декабря, как раз тогда, когда в полной мере начнут действовать секторальные санкции и подойдут сроки для завершения контрактов с предприятиями калийной отрасли, установленные санкциями США. И как бы режим не бравировал сегодня так называемым экспортным чудом в виде роста поставок товаров за рубеж, в декабре время чудес подойдет к концу. А потенциальные потери от вступления санкций в полную силу и применения вторичных санкций могут свести на нет все доходы, полученные режимом Лукашенко от экспорта. Режим это понимает и в срочном порядке перестраивает свою экономическую модель по примеру нацистской Германии.
Об одной из его схем мы недавно подробно рассказывали. Кратко напомним о ней. Две полностью подконтрольные режиму структуры, Агентство по управлению активами и Банк развития, получили возможность выпускать свои облигации, обеспеченные гарантиями правительства, но только на словах. В чем проблема? Первое. Агентство по управлению активами с помощью своих облигаций будет выкупать у банков старые долги убыточного госсектора, вынуждая банки менять эти долги на облигации. Таким образом, старые кредиты номинально будут считаться списанными, и у банков не будет возможности отказаться от выдачи новых. Второе. Банку развития, который финансирует убыточный и коррумпированный госсектор, разрешили обменять свои облигации на деньги, которые ранее гарантировали белорусам возврат их вкладов и находятся в распоряжении соответствующего страхового агентства по гарантированному возмещению банковских вкладов, наших с вами вкладов, и продолжать бесконтрольно спускать полученные или, лучше сказать, украденные у белорусов деньги на нужды режима. Платить за все это будут белорусы, так как именно их деньги пойдут на покупку облигаций агентства и Банка развития. Это и вклады белорусов, и средства, которые ранее гарантировали их возврат. Что белорусы получат взамен? Эти самые облигации, которые, как мы прекрасно понимаем, не стоят даже своей бумаги. Также выкупать облигации в счет своих доходов со временем обяжут и белорусский бизнес. Но этот экономический фашизм Лукашенко можно пресечь на корню, если мы с вами будем действовать сообща. Первое. Все физические и юридические лица выведут из банков свои депозиты. Второе. Откажутся от безналичных расчетов и уйдут в наличный оборот. Третье. Будут сообщать нам о примерах ухода от санкций, обхода закрытия корсчетов и предложениях банков об альтернативных способах таких расчетов. Ведь все это основание для применения вторичных санкций США. И главное, помним, санкции и внешнее давление на режим – это ответ на его преступления, насилие, пытки и репрессии. И это давление будет только расти. А наша задача – одновременно наращивать давление изнутри, всеми доступными способами. Например, остаться дома, присоединившись к народному карантину.